мая текущего года, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска Козинка, а также ряда других гражданских объектов Воронского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации. Setelah wilayah perbatasan Rusia di Belgorod diserang pasukan sabotase Ukraina, Rusia mengklaim berhasil memukul mundur. Rusia menegaskan pihaknya sedang memerangi serangan lintas batas ke perbatasan. Serangan ini disebut sebagai salah satu serangan terbesar sejak perang dimulai tahun lalu. Dalam laporan di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Federasi Rusia disebutkan pada 23 Mei 2023 kemarin, selama operasi kontra teroris, formasi nasionalis diblokir dan dikalahkan oleh serangan udara, tembakan artileri, dan operasi aktif unit perlindungan perbatasan negara distrik militer barat. Sisa-sisa penyabot diusir kembali ke wilayah Ukraina di mana mereka terus dihujani api hingga benar-benar musnah. Rusia juga mengklaim telah mengeliminir lebih dari 70 penyabot, 4 kendaraan tempur lapis baja dan 5 truk pick-up. На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделения западной группировки войск нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Табаевка, Тимковка Харьковской области и Новоселовская Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия 2 украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Червоная Деброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 65 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы МСТ-Б, Д-20 и Д-30. На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии южной группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, гаубица Д-30, а также радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, в районах населенных пунктов Верхнекаменская и Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменская Запорожской области, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Ольговская Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150 украинских военнослужащих, 3 пикапа и 1 гаубица МСТ-Б. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица МСТ-Б. Оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 112 районах. В районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада горючего для военной техники Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» и «Ураган». Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровская Донецкой Народной Республики, а также Токаревка Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 428 самолетов, 235 вертолетов, 4273 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплексов, 9275 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10395 единиц специальной военной автомобильной техники.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.